Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Владимир Путин в эти минуты обращается с посланием к Федеральному собранию. Какие сферы жизни россиян затронул президент в этом году? Местное молоко с длительным сроком хранения становится доступнее. В одном из кооперативов Сунтарского района запустили автоклав. Сразу два юбилея отмечает Тампонский улус. Жители и гости района смогут увидеть уникальные фотографии старой Хандыги. В эти минуты президент России Владимир Путин в 17-й раз обращается с посланием к Федеральному собранию. Выступление главы государства проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Сейчас там работает наш корреспондент Максим Кардозо. Максим, приветствую. Какие сферы жизни россиян в своем послании затронул президент в этом году? Приветствую, Сергей. Буквально час назад началось послание президента Федеральному собранию. И это первое в этом году такое масштабное мероприятие в очном режиме, в котором принимает участие Владимир Путин. И еще до начала, конечно же, этой встречи было понятно, что одной из главных тем этого послания станет постпандемийный, посткоронавирусный мир. И с этого президент как раз и начал. Он отметил, что в 2020 году не только Россия, но и весь мир столкнулся с большой проблемой, с большими препятствиями, которые нужно было в срочном порядке и решать. Также он отметил о плюсах и минусах, которые принимались в эти времена. Также он отметил, конечно же, что на передовой оказались в первую очередь работники здравоохранения. Кстати, медики, врачи, они сегодня находятся и в зале. И мы сегодня узнали, что 28 апреля теперь будет отмечаться День сотрудников скорой помощи. И, конечно же, одной из главных тем – это здравоохранение. Это поддержка медучреждений. Владимир Путин отметил, что в регионах должны появляться мобильные диагностические комплексы. Также он отметил работу ученых, которые за этот год создали 3 действующие вакцины от коронавируса. Конечно же, это все очень хорошо. И в последующем медицина, отрасль здравоохранения будет и дальше поддерживаться. И также президент отметил, что сейчас нужно, конечно же, обратить внимание на диагностику серьезных заболеваний в постпандемийный мир. Давайте послушаем конкретно, что сказал президент. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. И здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Задача здесь, конечно, в самом начале Владимир Путин отметил, что это послание в основном будет посвящено внутренней политике государства. И также, конечно, кроме здравоохранения были отмечены и другие сферы деятельности. Конечно же, это социальная поддержка населения, поддержка семей с детьми, одиноких родителей и многое-многое другое. Также были отмечены и экономические новшества, которые должны внедряться в нашу повседневную жизнь. Вот послание буквально заканчивается сейчас, и чуть позже можно будет уже проанализировать все те тезисы, которые озвучил президент. Сергей? Максим, большое спасибо за информацию. Ну а сейчас переходим к эпидобстановке в регионе. 74 заражения коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице заболели 49 человек. В Алданском районе 7, в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском по 6, в Чурапчинском 3, в Тампонском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 1 случаю. За сутки региональные лаборатории провели почти 2000 исследований на COVID-19. По состоянию на сегодня в Якутию поступило более 114 тысяч доз вакцины для профилактики коронавируса. Использовано 86% препарата. Первый компонент получили более 97,5 тысяч человек, второй – 55,5 тысяч якутян.
Естественно, также остаются меры ограничения, значит, по общественным мероприятиям различного профиля, свыше 50 человек на одном, значит, из, значит, организационных мероприятий, и в том числе выходные и праздничные дни. Все эти мероприятия запрещаются, поэтому мы продолжаем настаивать на соблюдении всех мер, ношения масок, соблюдения, значит, дистанции санитарной и соблюдения всех мер дезинфекции, особенно на транспорте, в точках общепита. Как мы видим, большинство заболевших на сегодняшний день – это люди молодого возраста и из категории как раз-таки транспортных услуг и значит, магазинов и торговли. Поэтому призываю все население быть бережным, относиться бережно к своему здоровью и заботиться о себе. В городе Удачный взяли пробы воды на реке Мархе. Напомним, 11 апреля была остановлена прокачка минерализованных вод Удачнинского горнообогатительного комбината в связи с повреждением моста через реку Далдын, левого притока Мархи. Был поврежден трубопровод, по которому рассолы с рудника закачивают на левобережный полигон захоронения. Минприроды республики проводит контрольно-надзорные мероприятия в зоне происшествия. Были получены результаты исследований, по итогам которого было установлено превышение специфических для рассолов компонентов до 2 раз по сравнению с фоновыми показателями, в связи с чем было возбуждено административное дело по статье 8.13 Кодекса административных правонарушений. Проводится административное расследование, и по завершении данного расследования министерством будет дана правовая оценка по произошедшему инциденту. Подготовка к безопасному пропуску паводка продолжается в Якутии. По информации МЧС, в этом году вскрытие рек ожидается раньше срока на 1-3 дня. Для избавления от заторов на реках во время ледохода планируют использовать 30 тонн боеприпасов. Об этом сообщил первый зампред Госком ОБЖ региона Иннокентий Андросов в передаче «Актуальное интервью» на нашем канале. В случае крупных заторов объем взрывчатки могут увеличить до 100 тонн. В Госсобрании Илтумен обсудили эффективность предоставления налоговых льгот промышленным предприятиям. По информации министра экономики Якутии Майи Даниловой, льготы, применяемые промышленными компаниями, в основном это преференции по налогу на прибыль и имущество. Также для таких предприятий применяются льготы, направленные на стимулирование инвестиционной активности в регионе. Председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров отметил, что были заданы вопросы, на которые не были получены полные ответы. Мы сегодня увидели о том, что да, эффективность, наверное, у нас не на полном должном уровне, как она есть. Почему? Все-таки связано с тем, что у нас является уменьшение привлечения работы кадров. Данное это приблизительно процентов на 20-26% это уменьшение. Это все-таки мы не можем видеть полной картины по предоставлению, как оно делается. Мы не можем видеть эффективность использования социально-экономических соглашений между промышленных предприятиями и теми районами, улусами, в которых они работают. Участники экспедиции «Инновационная Россия» прибыли в Якутск. Цель визита – познакомиться с основателями, инвесторами, бизнес-сообществом, чтобы из первых уст узнать, как в регионах рождаются международные стартапы. Встреча с основателем компании Yellow Rocket Сергеем Богдановым и руководителем фонда A&A Capital Алексеем Маликовым состоялась в точке кипения. Обсудили IT-потенциал республики в стране, а также рассмотрели проекты якутских предпринимателей. Итогом экспедиции станет большое исследование, результат которого будет презентован на финальном мероприятии. Действительно, здесь созданы хорошие условия для создания и для развития технологического бизнеса. У вас здесь есть история успеха, у вас есть инфраструктура, и самое главное, у вас вот есть та самая экосистема, когда люди друг друга знают, люди друг другу помогают. И мне кажется, то, что в Якутии действительно то, что она, с одной стороны, удалена, да, это так кажется, что минус, может быть, с точки зрения технологического бизнеса, это, наоборот, плюс, потому что, ну, что там, не знаю, там продавать, допустим, где-то там в Иркутске или в Москве, то же самое продавать в Европе, в Штатах или в Азии, да, то есть, в принципе, как бы примерно одно и то же, и мне кажется, то, что действительно Якутия является однозначно одной из таких жирных точек и звездочек на инновационной карте России.
Местное молоко с длительным сроком хранения отныне станет доступнее. В кооперативе «Сырдык-Артык» Кюндяинского наслега завершился монтаж оборудования автоклава. Это своего рода мини-завод. Кроме стерилизованного молока, здесь будут производить мясные, овощные консервы и другие продукты. Уже выпущены первые пробные образцы стерилизованной продукции. Технолог кооператива Сергей Еремеев неустанно следит за каждым движением инженера-наладчика из Челябинска Дмитрия Мельникова, ведь цех отныне остается на его попечении. На данный момент запускаем 4-е предприятие. 3 запустили уже, вот 4-е запускаем. 2 по Вилюйскому району было, в Куляте, в Жимконе, и вот 2 сейчас здесь еще, вот, в Нюрбе. Гарантия, сколько лет будет работать? Гарантия, год на автоклав, гарантия там 15 лет. Тампонский район отмечает в этом году сразу 2 знаменательные даты. 90 лет со дня основания и 80 лет исполняется райцентру, поселку Хандыга. В честь этих событий открылась выставка прикладного творчества мастеров и исторических реликвий, рассказывает Мария Винокурова. С начала года в рамках проекта «Район, в котором я живу» каждый поселок и наслед презентовал свою выставку. В течение 2 месяцев жители и гости имели возможность познакомиться с историей и замечательными людьми Тампонского района. На нашей выставке представлено более 280 работ. Это и аппликации, это и вышивка, это вязание и крючком, и спицами, и вязаные игрушки, лоскутная мозаика. И нам очень хочется, чтобы как можно больше жителей поселка, гостей нашего поселка посетила и полюбовалась работами наших хандыгчан. На открытии выставки хандыгчан приветствовали главы Улуса Яков Степанов, райцентра Любовь Корнеева. Воспоминаниями поделились старожилы поселка, председатели райсовета Илья Шадрин и совета ветеранов Сарглана Иванова. Обычно многие супружеские пары были геологами. Поэтому и вся элита России, вот именно СССР, именно жила вот в нашем поселке Хандыга. Я поэтому очень горжусь, что застала то время, и на моих глазах поселок Хандыга тоже преображался, вырос. Выставка будет открыта целую неделю. Жители и гости поселка смогут увидеть уникальные фотографии старой Хандыги, основателя поселка Хандыга Михаила Карпова, ветеранов войны, первого секретаря райкома КПСС Егора Кычкина, второго президента Якутии Вячеслава Штырова, благодаря которым поселок и район получили огромный толчок к своему развитию. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. К этому часу у меня все. Носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию в общественных местах и оставайтесь с нами.